Ребята, всем привет! Выбрались на рыбалку. У нас запрет на рыбную ловлю сейчас, нерестовый период, и поэтому мы с Романом находимся на Платнике, значит, Илев, населенный пункт. Рыбалка стоит 200 рублей. Сейчас попробуем что-нибудь здесь поймать. Роман уже вот борется с лодкой, очень сильный ветер. Не знаю, как у нас все получится, но думаю, будет интересно. Поехали! Опа, ничего себе, ничего себе! Очень сильный ветер, ребята. Волна, мелко. Ну что, будем делать первые забросы. Вертушка Мэпс, 3 номер. Да, якорь хотел взять большой, но подумал, что здесь на пруду, взял маленький. И с таким ветром не держит, сносит меня. Время, значит, 20 минут 11-го. Решили, что рано делать нечего, поэтому приехали вот поближе к обеду. Как правило, щука клюет где-то часов как раз с 11. Ну, везде может быть по-разному. Посмотрим. Первая рыбалка с лодки в этом сезоне. Щука здесь есть. Ребята были здесь вчера, рыбачили, и рыба ловилась, и поклевки, говорит, были, но вчера весь день был дождь. Весь день они промокли, говорит, до трусов, но щучку видели. Думаю, и нам удастся что-то поймать. Немножко сместился. Мне это было сделать попроще. Я с электромотором. А Роман на веслах вот борется с ветром и волной. Глубина небольшая. Я не знаю, тут может быть 1,5 метра, не больше. Пока юзаю вертушку, потычек даже не было. Но рыбалка только началась. Надеемся, конечно, увидеть поклевки. И рыбу хотелось бы увидеть. Да, очень много чаек, необычно. Очень много чаек. Раньше вообще не было. О, прям в чайку попал, по-моему. Ну, кого-то они едят, походу, что ли. Тут мелочь, наверное, какая-то плавает. Так, а у нас поклевок нет. 40 минут на воде. Вот один раз у меня кто-то возле лодки прихватил вертушку, и все. Больше ничего интересного не произошло. Экспериментируем с приманками. Сейчас поставил 110-й воблер. Здесь поглубже чуть-чуть. Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Да, ну чаек очень много, блин. Такого раньше не было, блин. И чайки-то как-то были в диковинку, а сейчас в порядке вещей.
Есть, ребята. Есть, Роман. Да. Не крупная щучка, я думаю. Сейчас фрикцион ослаблю. Да, небольшой карандаш, по-моему. Ага. Ну, вот и первая рыбка. Решил увеличить приманку. Не побоялся. И вот такой вот щурочек у нас клюнул. Мы его отпустим. Не взял ни отцеп, ни карцанг, чтобы рыбу освобождать. Блин, все забыл. Так, ну у меня вот есть вот такие вот ножнички. Я думаю, что они подойдут для того, чтобы тоже отцепить крючок. Ужасно сильный ветер, ребята. Опа. Все, вот такая щучка. Давайте ее быстренько. Опа! Домой. Убежала. Воблер Касадака. К сожалению, что-то не помню уже название. Все позабывал тут за зиму. Какое-то известное у него название, у этого воблера. Вот такой вот. Но он сразу что-то весь облез у меня как-то на первых же рыбалках. Я его тут маркером что-то немножко подкрашивал. Если кто-то узнал, напишите в комментариях. Касадака. Хрен знает какой. Принес нам первого щурка. Ну, продолжим. Здесь глубина, в принципе, нормальная. Попробуем сейчас, может быть, и рудру побросаем. Какие-нибудь воблеры 130-е. Ну, уже неплохо. Да. Так, у Романа здесь клюет. Я приехал, его сразу оббурил. Он поймал такого же щурка маленького. И еще одна была у него поклевочка на ратлин. Жмем. Ты приговариваешь что-нибудь там? Ловись, рыбка большая, маленькая. Я все поговорки, прибаутки все перебрал. Все перебрал, да? Да. Все, что знал, и даже еще пару новых придумал. Лучший кофе на дороге. Выпьешь и протянешь ноги. Вкуснотища. Ребята, вы... Роман! Я поймал рыбу, ребята. Каким образом я это сделал? Сейчас я вам покажу. Как бы не сломать спиннинг. Кучу рыбы поймал, ребята. Я нахожусь на платнике и поймал кучу рыбы.
Кучу рыбы, ребята, я поймал. Смотрите. Сколько поймал я рыбы. Видно вам, нет? Вот сколько я поймал рыбы, ребята. Я даже думаю, есть смысл, ну, он есть и тухлый, но много живой, вся сеть в икре. Мирная, здоровущая плотва. Можно, наверное, даже выбрать ее и, ну, засушить. Платник. 200 рублей заплатил за рыбалку, ребята. Черт подери. Ну ладно, сейчас буду как-то бороться с этой фигней. Есть у меня ведерко с собой. Не знаю, пакет есть, нет. Ну, ведерко сейчас соберу. Блин. И ножа-то у меня с собой нету, что ли, в лодке даже. Ладно, ребята, сейчас буду все это дело распутывать и... Целая... Ну, вот она не стояла сеть, а запутанная комком. Ладно, сейчас буду бороться с этой фигней. Вытащил вот живую. Остальное, ну куда я здесь, я не знаю, куда с ним бороться. Вот столько вот мерной плотвы, полведерка. Но это которая шевелилась, как бы, ну, живая рыба. Остальная вроде как бы, ну, глаза нормальные, но она уже не шевелится, как бы, ну, не стал доставать. И много тухлой рыбы. Ну ладно, что, неплохо, вот столько плотвы собрал. Не знаю, посмотрим, может быть, кому-нибудь отдам. Вот такая рыбалка. Где у меня Роман? Так, все, пошел к Роману я. Пока я тут снимаю колебалку, Роман поймал щурка. Тупоря поймал. Такой Ну да, маленькие щурки. Да, здесь больше, что, это больше здесь все уже. Это трофей. Да, что за воблер? Тусами какой-то что? Нет, это Мэтт Сквад. Москват? А, Сквад Миноу. Сквад Миноу. Джакалов. Ага, Сквад Миноу. Сквад Миноу.
Джакаловский. Так, ну что, сейчас тоже воблерок, наверное, какой-нибудь поставлю. Угу. Ну, чистенькая такая. Вроде, Ну да. вроде активная. Явок не видно. Поэтому рыба двигается. А наш, мне кажется, здесь давно уже двигается. Да. А такая ты не листится, наверное. Она Да, сейчас тоже поставлю воблерочек. От скольки вес там? Я не знаю. Чё, завела за куст, он за тот, сука. Слетела, что ли? Блин. Ага, слетела. За траву завела. Долгожданная поклевка, ребята. Ну, опять небольшой щурок. Или большой щурок, ничего себе. Пожирнее. Пожирнее будет, да? Под лодку пошел. Да, чуть-чуть пожирнее. Но поклевки слабенькие. Он подбил сначала приманку, а потом ее доел. Как бы мы тут с Романом болтали, камера была не включена. И вот такой вот щурочек схватил. Сам, наверное, не отцепится. Да, щурок чуть-чуть покрупнее. Вот такой вот. Попался воблер Айка. Как он называется? Valor Minnow 75S. Вот такой вот. И вот такая щучка. Но мы ее тоже, естественно, отпускаем домой. Поклевки очень вялые. И очень редкие. Народ весь разъехался. Кроме нас никого на воде нету. Люди все рыбачили, видимо, с утра и до обеда. А мы приехали вот чуть-чуть попозже. Не знаю, какой был утром клев у ребят там. Но у нас пока никакущий. По снастям, значит, у меня спиннинг Sportex Nova Twitch с тестом, значит, какой тест? 7,27 граммов. Катушка Daiwa Фримс 2500. И шнур 1,2 по японской классификации. Пробую вертушки, бросал. Было пару поклевок, но ничего не удалось поймать. Ну и вот пару щурков. У меня и у Романа тоже парочка. Ага, Роман на 130-й поймал щурка размером с воблер. Да, чуть-чуть побольше воблера.
Ага, ага, ага. Ничего достойного не попадается. Хотя ребята вчера, которые здесь рыбачили, сказали, что кто-то поймал щуку на 3 килограмма. Да нет, понятно, что есть. Но мы пока не видели. Да. Все, он Роман отпустил. Приехали мы сюда не за рыбой, на рыбалку. Единственное, только плотву вот забрал из сети. Роман сказал, посушит. Роману отдам. Приняли решение заканчивать рыбалку. Сзади нас там что-то натягивает. Возможно, будет дождь. Поэтому все, едем на берег. И там уже подведем итоги по рыбалке. Поехали. Ну что, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Значит, сегодня у нас 3 мая. В Илеве рыбалка сегодня, по крайней мере, никакущая. Рыбачили на воблеры, на вертушки. Клевали вот такие вот щурки. Сами видели, поймали мы там 4, по-моему, что ли, штуки. Платное озеро. Значит, сети присутствуют. Тоже видели, да, попалась сеть, в ней плотва. Живую я оттуда выбрал, и Роман сказал, ее засолит, заберет, угостит потом с пивасом. Будем надеяться, что в следующий раз рыбалка будет более продуктивная. А пока то, что есть, то, что есть. То, что, блин, открыли лодочный сезон. Первая рыбалка в этом сезоне была у нас с лодок. Ну, сняли осковину, так скажем, оторвались немножко вот такими щурками, и этому рады. Нерестовый запрет продолжается, поэтому будем либо посещать платники, либо, может быть, еще раз выберусь, половлю ротана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, вниз, и до новых встреч. Пока-пока.